Привет, ребята! Это Настя. Не пугайтесь, что я без мейкапа. Дело в том, что сегодня я хочу снять видео «Первые впечатления от бьюти-блендера». Если вы вдруг не в курсе, он используется для нанесения тоналки, его нужно намочить, отжать, он станет большим, и потом якобы он очень равномерно и тонким слоем распределяет тоналку для очень натурального финиша. Я знаю, что я самое последнее его пробую, но дело в том, что он не настолько мне его хотелось, чтобы я его где-то специально заказывала или покупала в поездках, а сейчас вот он появился у нас в drugstore, в магазинах, и я решила взять. Если вы из Центральной Европы, то сейчас я вот так понимаю, что они есть в Мюллерах. И стоит он $18.99, что мне кажется просто очень много для такого спонжика, но якобы он другой, на него очень хороший ревью, поэтому и я решила попробовать. Первое, что я сделаю, это пойду намочу его в ванну. Вас я с собой брать не буду, так как это все переносить тяжело. Вы понимаете, как намочить спонж. Он действительно стал огромным, и теперь он сюда не влезает. И фишка в том, что когда вы его использовали, он будет сохнуть. Они говорят, ставьте его вот так, чтобы он не валялся, не крутился, а сох. Я буду вместе с ним использовать тоналку от Bourjois Раз, Два, Три Perfect. Потому что его лучше использовать не с жидкой тоналкой, потому что иначе она просто впитается вовнутрь, и это и продукт будет неэкономно использоваться, и просто эффект будет нехороший. Это одна из таких более плотных тоналок, которые у меня есть, поэтому попробую с ней. Если вы случайно не знаете, конус сделан для более таких мест труднодоступных, под глазами, в уголках носа, а попа этого яичка для лица. Больше всего мне нравится, что оно таким тонким, равномерным, идеально растушеванным слоем ложится. Просто супер. При том, что у меня куча маленьких спонжиков, вот таких дешевых, то есть, ну, обычных. Не то, чтобы я не пробовала делать мейкап спонжем, но это даже близко не сравнится. Ну, это фигня полная, естественно. Та-дам! $18.99. Просто как бы кисточки мои, они тоже очень хорошо красят, но я думаю, что для определенных типов тоналок, например, как вот для этой, где она ложится слишком толсто, слишком суховато, ее сложнее растушевать, потому что она очень быстро сетс, очень быстро превращается в пудру. Вот с такого типа тоналкой это гораздо удобнее использовать и гораздо лучший результат. Так что я не знаю, что я такая серьезная, просто я очень удивлена и в общем, я рада, что я это купила. Наверное, все, что еще говорят в First Impressions видео. Это мой первый лайк. Напишите мне внизу, если вам понравилось или не понравилось. И хотите ли вы, чтобы я делала еще такие короткие видео? Напишите, пожалуйста, мне будет очень полезно знать и планировать видео на этом канале. Так что все, большое спасибо за внимание. Пока! You're